Тихо. Заходи. Понял. Встать! Встать! Руки! Руки! Стоять! Шаг вправо, шаг влево, побег. Стреляю без предупреждения. Пошел! Пошел! Давай, давай. Нету у тебя никакой родины. И народ твой, предатель, выслан. Выслан. А ну-ка выпей, старший сержант. Кравченко. Я. Запри его. Есть. Ну ладно, отдыхайтесь. Завтра я тебя сведу на вокзал и посажу на поезд. Да. И по приезду не забудь отметиться в комендатуре. Постановление. Первое. Спецпереселенцы являются рабочей силой там, куда их направили. Они должны беспрекословно выполнять все указания представителей власти. Второе. Спецпереселенцам разрешается проживание только там, куда они направлены спецкомендатурой. Третье. Категорически запрещается передвижение или уход с места жительства на расстояние более 3 километров от населенного пункта. Четвертое.
Прием и увольнение на работу и с работы производится только с разрешения комендатуры. 5. Обязательно являться в спецкомендатуру 2 раза в месяц для отметки о том, что находишься на месте. И 6. За нарушение этих указаний виновные подвергаются тюремному заключению сроком до 15 лет без суда и следствия. Председатель Совета министров СССР Молотов. Отец Лейлы приехал. Вот вам сахар привез. Ой, сахар. А у тебя 2 куска. Иди сюда скорее. Нет, не дам. Моя хорошая. Нет, не дам. Умар вернулся. Слава Богу, жив-здоров. Живой вернулся. Живой. Это было в день Красной Армии. Сказали, что будет митинг. Мужчинам велели собраться на площади. Там нас окружили автоматчики, загнали по грузовикам и отвезли на станцию. Потом привезли женщин и детей. Им сказали, чтобы они не брали никаких вещей, что скоро вернутся домой. Потом нас всех загнали по теплушкам. Кому повезло, тот попал к своим в один вагон. А как найти своих? Кругом крик, плач, вопли, рыдания. Вагоны набили так, что можно было только стоять. Везли 23 дня. Останавливались для того, чтобы выгрузить мертвых. Так, чтобы потом можно было сидеть. Иди к папе, девочка. Твоя жена долго болела. Мы похоронили ее здесь. Ты молодец, Умар, что вернул прах жены родной земле. Отец, а почему они разорили наше кладбище? Зачем? Зачем они это сделали?
Да. Вот увидите. Я восстановлю это кладбище. Хороший был человек. Да. Вот тебе и куски. Ой, не говори, сынок. Достукался фокусник, доигрался. Кукурузник. Какой мостик? Какой дядя? Да там дядя пришел и ломом ковыряет. Вон там. Ну-ка, пойдем поглядим. Вон он. Вот он. Послушай, а ты что здесь делаешь? Я тебя спрашиваю, что ты хулиганишь? Ты знаешь, что это такое? Послушай, это мост. Это мой мост. Это надгробие с нашего кладбища. Послушай, когда я дом покупал, этот мостик уже был здесь. Нельзя, Марко! Дедушка, Валя в воду лезет! Валюшка, сколько раз тебе говорить, отойди от воды. Сережа, убери ее. Послушай, Умар, а я еще 2 плиты вот там видал. Где? Вон там, за мостом. Пойдем покажешь. Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили. А верно говорят, будто ваши старейшины Гитлеру 2 жеребцов подарили. Воронова и Белого. Кто говорит? Болтают люди. Вранье все это. А вот ты не болтай. Бессовестное вранье. Тили-тили. Сережа, отойди! Отойди от воды, сколько раз тебе говорить. Ну, Умар, первый раз в доме отказываешься выпить. Ну, так же нельзя, ну, черт его. Ну, выпей хоть одну. Ну, не пью я. Ну, ешь тогда. Оля, ну уймись, пожалуйста, миленький. Ну, если человек в самом деле не пьет, и тебе не надо. Ну, а что? Я тебе банки закатал? Закатал. С внуками погулял? Погулял. Ну, а что же, не имею права выпить? Ты человеку чайку сообрази. Да, пожалуйста, Сейчас будь добрый, чай. Что поделаешь, слово жены закон. Знаешь, я иногда чувствую
себя виноватым, что я русский. Но русский народ настрадался не меньше, чем любой другой. Да, все это верно. Все это так. Что я хотел сказать? Мы все говорим, дружба народов, дружба народов. Ладно. Ну ладно, раз уж ты отказываешься, я, пожалуй, еще рюмочку выпью. Может, хватит, Николай? Послушай, у нас тут кто старший по званию? Извините, товарищ подполковник. Вот так-то, товарищ старший сержант. Пожалуйста. Спасибо. Хватит, родной, хватит. Ты чего это сегодня разошелся? Плохо будет. А ты чего? Не забудь завтра. Хорошо. Ну, пока. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ну, хорошо, я подожду. Знаешь что, Лейла, поговори с отцом, он тебя послушает. Пора кончать эту возню. Я сегодня был у своего начальства, и мне сказали, что там его затею с кладбищем воспринимают как вызов. Разве он нарушает закон, товарищ районный прокурор? Сколько раз я просил тебя, не называй меня прокурором. Я хочу только добра тебе и твоему отцу, потому что На этом кладбище лежит и ваш отец. Моему отцу уже безразлично, водрузит Умар над ним камень или нет. За месяц до выселения военкома пошел в дома и отобрал все оружие. Даже дедовские кремневые ружья те забрал. Не может быть. Да-да, он тогда молодой был, шустрый, но и тогда уже был сучий сын. Давай присядем, а? Пришел он ко мне и говорит, ружье сдавай. А у меня их сроду не было. Он ничего слушать не хочет. Если, говорит, не сдашь, арестую. Пришлось валом запрячь. Неделю ездил по аулам, пока не купил. И дорого заплатил? Заплатил столько, сколько нужно было. Привез, отдал военкому. И думаю, подавись ты, сволочь. А он говорит, давно бы надо было так. Я, говорит, вас, бандитов, насквозь вижу. Вот теперь скажи, Умар,
Скажи, почему мы терпим этого жулика? Ведь он же всем торгует. И автомобилями для инвалидов, и удостоверением участников войны. Он же ничем не брезгует. Заплати, он родную мать продаст. Дорогие друзья, разрешите поприветствовать нашего дорогого гостя на нашей древней войнавской земле, пожелать ему крепкого здоровья, кавказского долголетия и личного счастья в вашей жизни. Вам слово, Владимир Семенович. Пожалуйста. Прошу, Владимир. Спасибо. Ну что, друзья, я искренне тронут вашим вниманием. Впервые в ваших краях. Много слышал о кавказском гостеприимстве, но сегодня, честное слово, вы превзошли все мои ожидания. С большим удовольствием я выпью этот маленький бокал за нашу дружбу, за щедрость ваших сердец, спасибо. За щедрость вашей чечено-ингушетии. Спасибо. Спасибо. За дружбу. За дружбу. За дружбу. Спасибо. За дружбу, народ. Владимир Семенович, шашлык шашлыком, но вы еще не видели настоящий черный. Вы знаете, там есть экземпляры до 13 килограмм. Что это за старик, а? Что он тут делает? Который? Да не обращайте внимания. Это он, наверное, пустые бутылки сюда. Это его дело. А шашлычок не даже. Как родился я на свет, дал вина мне старый дед. И с тех пор всю жизнь свою я вино как воду пью. Кавказский танец отца, не танцуем как ураган. Нам война сам все равно, что водичка глубина. Умени отваги колокол, дороги все, кто молоды, нам праздновали Лукера. Очистив нас остаться, рабочий славы станции, запомни их имена. Только домов и весна. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сверху не держи там.
спеши, Дауд, не спеши. Мы собрались не водку жрать. Понял. Ну, какие будут соображения? Боюсь показаться нескромным, но я предложил бы обсудить мою кандидатуру. Так. Ну, какие будут еще соображения? Я предложил бы кандидатуру Султана Вахидовича. Благодарю за доверие, но даю самоотвод. Мне кажется, на своем нынешнем посту я принесу гораздо больше пользы. А теперь насчет кандидатуры нашего дорогого Юсупа. Вы все прекрасно знаете, каких трудов нам стоило закрыть дело о пожарах на складах. Такие дела быстро не забываются. Хорошо, хорошо, хорошо. А конструктивные предложения у тебя есть? Есть. И, по-моему, даже очень конструктивные. Я предлагаю кандидатуру Лейлы Бадаловой. Султан, ты что, шутишь? Что? Старая любовь не ржавеет? При чем тут любовь? Надо же хотя бы на 2 хода вперед смотреть. Ты думал, короткое замыкание концы в воду. А Бадалова лучшая учительница. Дети наши и внуки в ней души не чают. Правда, отец ее городской сумасшедший. Но народ его уважает. Умная, привлекательная, красивая женщина. На посту председателя райисполкома. Это ж духи перестройки. Неужели нужно это объяснять? А, Султан, а ты, оказывается, умеешь произносить не только обвинительные речи. Рискованно связываться с бабой. Никогда неизвестно, что она выкинет. Успокойся. Она у меня в замазке. Да ну... Сынок дорогой, мы 5 дней в пути. 5 дней, а ты нас не пропускаешь. Постановление, подписанное председателем райисполкома Бадалова. Ну, я баранов, что ли, постановление? Ну, какое постановление? Не хочу я знать никакого постановления. Да ты пойми, ты еще на свет не родился, когда здесь прогонял стада овец. Ох, бывают же такие в роду. Сопляк. Осторожный, отец. Не забывайте, что я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. И ты мне за это ответишь. Султан Махидович! Султан Махидович! Давай. Салам алейкум. Валейкум салам. Ну. Султан Махидович. Да-да. Разрешите? Проходи, Дауд. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Так вот, Султан Вахидович, когда мы принимали решение о закрытии альпийских пастбищ, вы ведь присутствовали на заседании исполкома? Угу. Садись, Дауд. И, насколько я помню, голосовали за. Вы ведь не оспаривали законность такого решения? Я не оспаривал. И сейчас не оспариваю. Но есть же человеческие отношения, которые складывались годами. Извините, пожалуйста. Алло. Да. Извините, у меня идет совещание. Перезвоните, пожалуйста. Я говорю, что есть человеческие отношения, которые складывались годами. Нельзя же все так круто ломать. Да-да. Мне понятно ваше человеколюбие, Султан Вахидович. Но решение принято. И мы будем его выполнять. До свидания, Лейла. Всего доброго. Надо же. Какой человеколюб. Интересно только, как оплачивается такое человеколюбие? М? Ты не знаешь, Дауд?
И я не знаю. А вот сколько берет военком за освобождение от армии, я знаю точно. Я могу идти? Да, иди, Дауд. Угу. Дауд. Да. Не мешало бы нам как-нибудь с тобой съездить на эти альпийские пастбища. На пастбище надо съездить. Хорошо. Да. Да. Здравствуй, милый. Извини, не могла говорить, народу очень много, совещаний. Да, я тоже очень скучаю. Нет, не могу, дел много. Да. Спасибо, Султан Вахидович. А? Спасибо. Давай, давай. Ну, не огорчайся. А это что такое? Сейчас выясним. Кто тебя сюда пустил, старик? Ну-ка, собирай свое барахло и быстро вниз. Ты меня слышал? Не ори на меня, сопляк. Убирайся отсюда, пока не натравил на тебя своих псов. Я кому сказал, собирай свои манатки и вон отсюда! Или тебя повторить? Успокойся, успокойся, Дауд. И вы, пожалуйста, не горячитесь, отец. Так вы и есть та самая Бадалова, да? Да, это я, отец. А вот ты знаешь, дочка, работать никто не хочет. Всем только дай, дай, дай. Ибрагим, ну собери овец, собери. Муса, вот сколько ты заплатил в прошлом году за сына, когда он в институт поступал? 5000. 5000. А где взять чебану такие деньги? 5000. Тот клочок земли, который ты мне даешь для выпаса, я могу буркой укрыть. Ну, а сколько в этой отаре ваших овец? М? Половина наберется? А? Ай, дочка, дочка. Тут овечки разные есть. Есть районные, есть областные. Есть известного писателя нашего Овцы. Книжки его читала? А вот твоих пока нет. Да не слушайте вы его, Лева Умаровна. Он такого наговорит, что... Не нравится твоему заместителю. Не нравится. Правда-то на глаза колет. К вам Лейла Бадалова. Бадалова? Да. Председатель райисполкома? Да-да. Очень кстати. Как ее отчество? Умаровна. Умаровна. Да. Просите. Пройдите, пожалуйста. Здравствуйте, Лейла Умаровна. Здравствуйте. Будем знакомиться. Николай Афанасьевич. Очень приятно, Бадалова. Пожалуйста, садитесь. Ну, выкладывайте, что там у вас. Все только говорят о перестройке. А на самом деле все остается по-прежнему.
Кумовство, взятки. Каждый норовит урвать себе побольше. Вы знаете, ведь у нас все имеет свою цену. Например, поступление в институт стоит 5000. Свою цену имеет место председателя колхоза. Белый билет имеет свою цену, чтобы освободить человека от армии. То есть все продается и все покупается. Вы понимаете? Все-все. Лейла Умаровна, почему вы оставили школу и взялись за эту работу? Ну, я думала, что я смогу что-то изменить. У нас ведь в районе очень много беспорядков. Вот, например, еще в прошлом году, когда я была учительницей, у нас был такой случай. Сгорело несколько складов и пропало очень много имущества. Все знали, кто это сделал, но все списали на какие-то неполадки в электропроводке. Или, например, вот такая проблема. Сейчас истощились альпийские луга, и мы хотим дать им отдохнуть, чтобы они восстановились. Поэтому мы приняли решение, чтобы прекратить там выпас скота. Но кто-то кому-то заплатил, и наше постановление не выполняется. А в райкоме это знают? Уверена, что да. А заведующий складами, он вообще ближайший родственник секретаря райкома. И скоро идет на повышение. Ну разве это перестройка? Ну зачем же вы так? Перестройка процесс трудный, длительный. Сколько уже хапук, взяточников, жуликов мы вывели на чистую воду. Телевизор смотрите, газет читаете? Да. Да только сейчас читать интереснее, чем жить, как говорят. Ну что ж. Тогда почитайте вот это. Все это правда. Но я люблю этого человека. И у него, как правильно пишет эта группа товарищей, жена и ребенок. Ну что же мне делать? Ну, это ваше дело, сугубо ваше дело. Я почему показал вам это письмо? Вот вы сетуете, что ничего не можете сделать. Напрасно. Если группа товарищей не брезгует даже такими методами, вы их крепко потревожили. Привет. Привет. Как ты меня напугал? Ты в городе? И не позвонила? Ты знаешь, прости, я звонила, но мне сказали, что ты на вызове. Вот как. Что случилось? Ничего, все нормально. Он здесь, сейчас позову. Доктор, у вас телефон. Когда мы увидимся? Не знаю. Не знаю. Ну, а кто должен знать? Тебя ждут, иди.
Кажется, она. Точно. Едет. Открой дверь. Поговорить надо. Выходи. Лейла, давай по-хорошему. Живи сама и давай другим жить. Ты куда сейчас ездила? И чего ты добилась? Хорош или плох, но этот мир таков. И не тебе его менять. Ну что? Что там? Разговаривают. Чего ты хочешь? Денег? Пожалуйста. Карьеры? Мы тебе поможем. Только прошу тебя, не делай больше глупостей. Живи, радуйся. Люби своего доктора. Нами дело не станет. Мы умеем ценить дружбу. Возвращается. Поехали. Угу. Думаю, она поняла. Ну-ну. Живем и видим. Я ведь говорил, с бабой опасно связываться. Неизвестно, что она выкинет. Ты где пропадала? А? Я спрашиваю, где ты пропадала? Да так, дела. Твои дела сидеть дома и ухаживать за своим отцом. Стратегических вооружений. Даже в лучшие годы разрядки об этом не могли и мечтать. Господи, неужели мы когда-нибудь договоримся с американцами? Дейла. Ну, а как ты договорилась? Да вот, Николай Афанасьевич советует мне собрать своих избирателей, поговорить. Да что он с Луны, что ли, свалился твой, Николай Афанасьевич? Кто отважится пойти против них? Я? Старик Халид и пару сумасшедших? Неужели не понимают, там, наверху, если кто-то торгует привилегиями, значит, есть и покупатель. Что же мне делать, пап? Я же тебе говорил, не женское это дело. Но коль взялась, доводи до конца. Ну как? Как? Не знаю. Можно даже от меня.
Постой. Ты? Извини, что я пришла к тебе сюда. Но, понимаешь, мне за мной следят. Мне очень нужна твоя помощь. Ты не мог бы меня проводить? Тебе страшно, Али. Заходи. Заходи, не бойся, я один. Что случилось, Лейла? Али, мне страшно. Я не могу так больше. Они следят за мной, Али. Я куда не пойду. Везде они. Успокойся, пожалуйста. Я не могу так больше. Лейла, Я ничего не могу сделать. Тише, тише. Сними платок. Соседи устали. Тише, пожалуйста, я прошу. Пойди, проходи. Комиссию партийного контроля. А ты сумасшедшая. Такая же сумасшедшая, как твой отец. Надо быть полной идиоткой, чтобы писать такие письма. Понимаешь, Лейла? Мир так устроен. И не тебе его менять. Они раздавят тебя. Обещай мне, слышишь, что ты не отправишь это письмо. Ты боишься. Да, боюсь. Боюсь, потому что знаю этих людей. Они не люди. Потому и боюсь. Боюсь за тебя. Потом твое письмо никуда не дойдет. Да. Его завернут здесь, у нас, на почте, понимаешь? Здесь. Поэтому не стоит так рисковать. Спасибо. Спасибо за совет.
Слушаю. А ты? Она взяла билет в аэропорту. Не знаю. Что? Когда? Болван. Не понял? Болван, говорю.